коллеги. Рада, ну я вас не вижу, но надеюсь, вы рады меня видеть. Сегодня у нас с вами будет лекция в удаленном режиме. Сразу скажу, что для меня это новый формат работы с слушателями, да, и поэтому на экране вы видите, в общем-то, что меня зовут Маргарита Николаевна. Мой телефон, да, для чего дан телефон, чтобы в ходе нашей с вами лекции, да, вы могли, если вы не авторизованы на YouTube, да, и можете оставить комментарий, чтобы вы могли написать мне, ну, по СМС, либо Viber, WhatsApp, да, ваши вопросы, какие-то комментарии. Я думаю, что это будет полезно и для вас, и для меня в том числе, что мы сможем как-то взаимно обменяться мнениями, да, взаимно обогатиться. Наша лекция сегодняшняя, как вы знаете, называется «Система размещения фонда как фактор продвижения книги и формирования читательского вкуса». Вы видите, что здесь есть небольшой комментарий. Не библиотекарь в библиотеке, да? Почему здесь выведен отдельно на слайд этот комментарий? Сразу скажу, что у меня нет высшего библиотечного образования, есть уже определенный опыт работы. Секунду. У нас проблемы со звуком. У меня нет микрофона. Нет, микрофон у тебя есть. Так. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чат. У нас все в порядке со звуком? Нас слышно? Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давай слайд вернем, где мой телефон. Я не могу писать. Сейчас. Все хорошо. Все хорошо? Ну ладно. Так, да, продолжаем. Тогда мы продолжаем. Очень Лучше, хорошо. наверное, тогда начни сначала, потому что мне все говорили, что были проблемы начать со звуком. Ага, хорошо. Ну, еще раз давайте тогда с вами познакомимся. Меня зовут Маргарита Николаевна. Как вы видите на слайде, я зав. Отделом абонемента Национальной библиотеки. Работаю уже в этой должности, не совру вам, ну где-то да, вот 4-й год пошел. До этого тоже работала в библиотеке национальной в разных отделах. На слайде вы видите телефон мой, да, уже у нас с вами наладилась связь, да, посредством СМС. Для чего телефон? В общем-то, я никогда не буду против, если будете вы звонить мне по каким-то профессиональным вопросам, да. И кроме того, сегодня в течение лекции тоже можно задавать вопросы, обмениваться мнениями. Я думаю, что чтобы нам было взаимно полезно это общение сегодняшнее. Сразу скажу, что у меня первый опыт такого обучающего мероприятия, когда оно идет в трансляции. Больше, конечно, я люблю работать в таком взаимном общении, но попробуем и так тоже с вами поработать. Лекция называется «Система размещения фонда как фактор продвижения книги и формирования читательского вкуса». Вы видите, что здесь есть небольшая ремарка «Не библиотекарь в библиотеке». В общем-то, несмотря на то, что стаж моей работы в библиотеке уже более 10 лет, высшего образования библиотечного я не имею. Есть у меня среднеспециальное образование, которое я получала библиотечное, которое я получала уже в процессе работы.
И вообще такая ситуация на сегодняшний день, она достаточно типична, когда в библиотеку приходят работать непрофессиональные библиотекари. Не скажу, что это плохо, и даже на сегодняшний день в какой-то мере это хорошо, потому что когда человек приходит из другой отрасли, с другим образованием, он, в общем-то, видит какие-то нюансы, которые людям, которые уже давно работают, они уже намылили глаз, да, приелись, и они уже не обращают на это внимания. Поэтому стороннее мнение, в том числе мнение не библиотекарей профессиональных, оно тоже бывает очень и очень полезным. Сегодняшняя лекция наша с вами будет состоять из теоретического блока. Мы поговорим о размещении фонда в принципе, о фонде открытого доступа, потому что продвижение книги и чтения, как правило, это задача именно отделов, таких отделов, как отдел обслуживания, отдел абонемента, да, читальные залы, где на сегодняшний день присутствует тенденция максимально открытого доступа для читателей. Также мы с вами, в общем, поговорим о расстановке фонда как таковой и о том, какие моменты можно привнести в расстановку фонда для того, чтобы размещение и расстановка максимально играли на продвижение книги, на продвижение чтения, да, на удобство и комфорт для читателей. Кроме основных таких теоретических вопросов по расстановке, которые я напомню вам из библиотековедения, да, из теории нашей библиотечной, также мы обратимся к законам мерчендайзинга, которые тоже на сегодняшний взгляд в библиотечной расстановке могут быть нам очень и очень полезными. Если в процессе моего доклада, да, моей лекции будут у вас какие-то интересные замечания, если вы захотите поделиться опытом своим, то, пожалуйста, вот пишите, как мы сейчас с вами уже попробовали, да, в СМС, в том числе и вопросы, какие-то добавления. Ну, давайте начнем. В общем-то, что такое размещение фонда? Я думаю, что вы многие, если даже и не знаете точного определения, но знаете, что это это пространственное упорядочение документов в хранилищах. Две основные целевые функции имеет размещение фонда. Это обеспечить оперативность и удобство поиска документов в фонде при оптимальной его защите. Кроме того, обеспечить рациональное использование помещений для содержания фонда. Но, как правило, наши реалии таковы, что мы ограничены в пространстве, да, в площадях, и поэтому оптимально нам нужно рационально использовать все имеющиеся у нас ресурсы. В процессе размещения выделяют два подпроцесса. Это территориальное выделение подфондов, то есть структурирование, и расстановка документов на стеллажах. Оба эти процесса участвуют в выполнении целевых функций, поскольку и решение о выделении тех или иных подфондов и выбор способа расстановки определяется задачами рационального размещения и поиска документов. Далее мы с вами поговорим о том, что же такое фонд открытого доступа, какие он имеет особенности. Ну, тут мы будем достаточно кратко останавливаться на этом вопросе, потому что, в общем-то, я понимаю, что многое из того, что в процессе я буду говорить, вам уже известно. Фонд открытого доступа, да, ОД, это сокращение общепринятое, если будет встречаться в презентации, вы уже понимаете, что это открытый доступ. Открытый доступ к фонду – это способ библиотечного обслуживания, основан на прямом доступе пользователей к документам. Организация фонда, которая обеспечивает пользователям возможность самостоятельного поиска и выбора документов. То есть основной его целью является именно повышение качества обслуживания путем предоставления открытого доступа. Если мы говорим о задачах открытого доступа, то это максимально раскрыть имеющиеся фонды для самостоятельного поиска и выбора необходимых документов, да, самими читателями, а также организовать и для читателей комфортные условия пользования библиотечным фондом. Что говорится о видах, да, открытого доступа? Доступ может быть частично открытый и неполный, и полный открытый доступ. По
Значит, частичный доступ, ну понятно, да, что доступ к какой-то части фонда. Значит, видам это может быть по содержанию фонда, по месту хранения, размещения и по времени использования. Если мы говорим о содержании фонда, то может быть доступ только к какой-то отдельной части фонда, например, к художественной литературе, да, к справочной литературе. Доступ к литературе по актуальным каким-то темам, да, например, там, путем организации выставок, да, когда мы из нашего подсобного фонда, из книгохранилища достаем отдельные какие-то материалы по теме. Также доступ к новинкам литературы. Но на сегодняшний день, да, практика показывает, что даже если мы выделяем, останавливаемся на доступе к отдельным частям фонда, не стоит ограничиваться только художественной литературой. Очень активно сегодня люди берут и научно-популярную литературу, и имея возможность знакомства с документами, с коллекциями нашими фондовыми, девизу, да, это повышает книговыдачу. Несмотря на то, что все наши каталоги мы ведем, да, и электронные, и печатные, но ни один из каталогов не заменит знакомство с книгой как бы вот лицом к лицу. Кроме того, далее я буду говорить о том, что если мы имеем возможность максимально представить не только художественную, но и научно-популярную литературу в открытом доступе, это в разы повышает ее книговыдачу, в разы повышает обращаемость этого фонда. По месту хранения, да, частичный доступ по месту хранения, это понятно, что доступ к фондам в отдельных структурных подразделениях, либо только в читальном зале, да, либо на абонементе. Ну, как правило, есть такие коллекции, да, которые нельзя и нецелесообразно иметь в открытом доступе. Это какие-то раритетные издания, ценные экземпляры, да, особо экземпляры, которые, в общем-то, ориентированы на определенную категорию пользователей. Тогда мы уже говорим о том, что не полное раскрытие фонда в открытом доступе компенсируется у нас либо, ну, во-первых, системой каталогов, да, печатных и электронных, для этого нам каталоги нужны, а также может быть использован, значит, частичный доступ, то есть доступ в какие-то определенные, например, по времени использования, доступ в какие-то определенные дни, да, день специалиста, например, когда мы уже допускаем специалиста в наши ценные фонды, где он может уже ознакомиться, посмотреть, изучить и так далее. Что касается, ну, полный доступ, это я уже сказала, да. Что касается принципов отбора литературы, частично об этом уже я упоминала. Ну вот в профессиональной нашей литературе вот такие принципы указаны: принцип научности, принцип множества знаний, принцип оперативности, принцип новизны. Каждый из этих принципов может быть использован, он используется, да, при формировании открытого доступа, но на сегодняшний день многие из этих принципов, они не должны быть такой, на мой взгляд, не должны быть такой нерушимой истиной. Потому что даже если мы обратимся, например, к принципу научности, что книги в открытом доступе не должны содержать только достоверную информацию, да? Документы, в которых обнаружены ошибки, факты, в датах, содержащие устаревшие сведения, в открытый доступ выставлять запрещается. Ну, на сегодняшний день наша книжная индустрия поставляет такое огромное количество книг, да, книжной продукции, отследить за которой, ну, не всегда представляется возможным. Понятно, что если какие-то вопиющие факты, ну, нарушений, да, ошибок и так далее вы обнаруживаете, эту книгу можно изъять. Но существует ряд изданий, например,
известный вам, наверное, автор, да, который ведет у нас передачу на одном из федеральных каналов, это Прокопенко. Он сейчас выпускает ряд изданий своих, которые, в общем-то, очень популярны среди читателей, но в то же время ни на какую научность, никакую достоверность они практически не претендуют. Это его альтернативный взгляд, альтернативное мнение. Говорить о том, что это плохо или хорошо, мы не можем, однако эти книги мы имеем, и, конечно же, им место только однозначно в открытом доступе. Иметь их в каком-то своем подсобном фонде или уж тем более в книгохранении, да, смысла нет. То есть принцип научности, он тоже может варьироваться, да, в зависимости от ваших целей, в зависимости от ситуации сегодняшней в мире, да, скажем так. Принцип множества мнений. Очень интересный принцип. Он говорит о том, что документы открытого доступа должны отражать разные взгляды и мнения в политической, экономической, социальной, культурной жизни общества. Вот очень хороший пример могу привести из практики своей работы. В Национальной библиотеке работает проект, такое направление, которое носит название «Православная кафедра». То есть это комплекс мероприятий, да, массовых, а также направление комплектования фонда православной литературой, литературой художественной такой, как мы называем ее, душеполезное чтение, да. То есть выделен из общего фонда религии, да, ВБК 86-го выделена именно православная литература. Была она в определенный момент стала представлена на стеллаже в открытом доступе. При всем нашем тоже, при нашей тоже большой проблеме с помещениями, мы выделили этот стеллаж, да, подвинули там что-то другое, представили православную литературу, практически полный стеллаж был представлен. И практически вот сразу же, буквально не прошло и недели, да, поступила от человека на кафедре обслуживания жалоба, почему у вас представлен только фонд православной литературы. Где же у нас республика многоконфессиональная, да, у нас много людей, которые придерживаются других каких-то верований, да, и во избежание дальнейших конфликтов, и действительно мы поняли свою ошибку, мы к этому стеллажу сразу же добавили отдельным пластом книги, которые рассказывают о других религиях, в том числе о религиях других стран, других государств, да, может быть, очень редких религиях, учебники. То есть вот этот вот принцип множества мнений, он прямо вот на нашей практике сыграл вот таким примером. Далее, принцип оперативности. Это заключается в том, чтобы в быстром реагировании на изменения в мире науки, техники, культуры и, как следствие, на изменения в читательских запросах и интересах. Вот этот принцип оперативности, он прежде всего должен проявляться не только в появлении документа в открытом доступе, да, но и в комплектовании определенными документами, которые уже будут активно спрашиваться читателями. Документы, утратившие информационную содержательную часть, они, конечно же, сразу могут быть, должны оперативно, по крайней мере, по возможности изыматься и уступая место более актуальной литературе. Ну, об этом говорить подробно, я думаю, не стоит, вы это все понимаете, да, что мы должны реагировать на читательский спрос и читательский интерес максимально быстро. Иначе мы будем неинтересны нашим пользователям. Ну и принцип новизны заключается в том, что должна быть обновляемость фонда, потому что человек, конечно же, больше любит смотреть на что-то новое, красивое, да, то, что визуально ему приятно. И, в общем-то, в открытом доступе, далее мы будем об этом тоже говорить, чего не должно быть, что книги должны быть все прилично выглядящие, красивые, достаточно приятные, в том числе, чтобы взять их в руки. Хорошо? Далее. Что мы будем говорить далее? Ну, чего не должно быть в открытом доступе?
Вообще документы экстремистского толка, да, на сегодняшний день вообще их не должно быть в фонде библиотеки как таковом. Есть список, он вывешивается на федеральном сайте, ну и уж тем более этих документов не должно быть в открытом доступе. Кроме того, вот следующий принцип, да, документы, где употребляется ненормативная лексика. На сегодняшний день это тоже принцип, который, в общем-то, может быть подвергнут некоторой критике со стороны библиотечных специалистов. Ну, по крайней мере, мое мнение такое, что даже не мнение, а скорее наблюдение такое, что наш книжный рынок, да, и наша книжная индустрия сегодня дает такой объем литературы, и, в общем-то, свобода слова тоже дает авторам такое широкое поле для деятельности, что даже книги лауреатов и номинантов литературных премий, да, они очень часто содержат так называемую ненормативную лексику. Ну, это уже выбор автора, да, его авторская позиция, когда он рисует нам мир, какую-то картину мира и использует ненормативную лексику. Понятно, что он делает это не, ну, мы, надеюсь, делает он это не специально для того, чтобы как-то выразить свое мнение, свое отношение, свое видение. Поэтому и исключать всю книжную продукцию, которая содержит ненормативную лексику, из фонда открытого доступа, у вас просто, ну, что там останется. Даже если даже литературные премии сегодня пропускают произведения, которые буквально чуть ли не с первого листа начинаются с ненормативных каких-то выражений. Но кроме того, в открытый доступ не стоит, как вы видите, добавлять книги, которых особое внимание уделяется сексу. Однако, опять же, на сегодняшний день, насколько этот принцип будет обоснован, мы тоже должны подумать. Ну и другие документы, вызывающие в человеке поведение, не соответствующие нормам общежития, здесь я абсолютно согласна, потому что, в общем-то, какой-то фильтр все равно должен быть. Далее. Что говорится о приоритетах в отборе литературы для открытого доступа? Ну, прежде всего, в открытый доступ, конечно же, следует добавить, и однозначно она там всегда находится, это художественная литература. На сегодняшний день, я надеюсь, что уже нет библиотек, которые художественную литературу, по крайней мере, литературу такого повседневного, актуального, ежедневного спроса имеют в подсобных фондах, прячут от читателей. Я думаю, что это уже на сегодняшний день, ну, не встречается. Кроме того, я уже говорила, что в открытом доступе обязательно должна быть научно-популярная литература. Здесь еще отдельно хочу отметить, вот буквально опыт последних наших месяцев, когда большое здание Национальной библиотеки закрылось на капитальный ремонт, и мы переехали в помещение, которое делу абонемента дало возможность разместить большее количество открытых фондов, нежели это было вот в Национальной библиотеке на Советской 13. И мы решили, что художественной литературы у нас достаточно, она переехала, в общем-то, в полном объеме с помещения на Советской, но у нас появились стеллажи, куда мы, в общем-то, имели возможность добавить отраслевую литературу. И несмотря на то, что у нас было такое наше субъективное мнение, что некоторые разделы, вот в частности раздел философия, мы его абсолютно вот не хотели раскрывать в открытом доступе, а тут уже вот некуда было просто перевозить, и добавили 2 стеллажа литературы по философии. Причем самые разные авторы, и научные, и научно-популярные, и учебники, все вместе на этих 2 стеллажах. И к этой литературе сразу же читатели стали обращаться. То есть, несмотря на то, что наше субъективное мнение было такое, что это не актуальный фонд, что его не будут читать, что он будет стоять буквально мертвым грузом там, в общем, абсолютно это наше мнение получило полярное, абсолютно другой отклик у читателей. То есть, эта литература стала выдаваться. Обращаемость фонда вот этого раздела, да, она выросла буквально в 2-3 раза.
То есть никогда не стоит однозначно опираться на свое личное мнение, нужно пробовать, добавлять, особенно литературу отраслевую. Пусть это будет пол стеллажа, но вы, по крайней мере, увидите, насколько это актуально для ваших читателей. Дальше, что мы в открытом доступе еще имеем? Ну, в читальных залах это периодические издания, да, за последние, ну вот 2-3 года я бы, может быть, и поспорила, за последние 1-2 года, да, нужно. Кроме того, обязательно нужно иметь краеведческую литературу, в том числе краеведческую литературу, которая будет доступна к выдаче на дом. Ну и справочные энциклопедические издания, универсальные, отраслевые, это тоже все в открытом доступе, в общем-то, должно быть представлено, но, наверное, в открытом доступе читальных залов. Дальше. Ну, если говорить о том, что, о принципе новизны, да, то тут сразу же у нас определенные требования к состоянию книг, размещению их на полках открытого доступа. Это опрятные неповрежденные документы, не более 2 экземпляров одного издания, потому что если книга больше 2 экземпляров, 2-3 экземпляров, то читателю, есть такое мнение, что читателю кажется, что книга вот она стоит, ее много, никто ее не читает. 1-2 экземпляра этого вполне хватит. Одного наименования я имею в виду. У автора может быть, конечно, больше представлено. Ну и на одной метрополке не более 40 книг. Для книгохранения это 50 книг, ну, насколько мы можем это соблюдать. Для открытого доступа не более 40 книг, просто для удобства читателя, для выбора его. Значит, особенности размещения на полочках мы уже дальше с вами посмотрим. Что мы, собственно, можем сказать о расстановке фонда? Расстановка фонда – это завершающий этап размещения фонда, расстановка, собственно, на библиотечных полках. В отечественном библиотековедении этот термин появился с XVIII века. Это порядок размещения документов на стеллажах, определяемый объемом фонда, его назначением и составом документов. И, собственно, расстановка должна обеспечивать связь документа с его библиографическим описанием, с его моделью в каталогах. Далее, что расстановка фонда, что она должна нам обеспечить? Должна быть стабильной, простой, понятной. Понятной она должна быть и библиотекарю, и читателю. Почему стоит у меня вопросительный знак рядом со словом «стабильный»? На сегодняшний день очень, ну, по моим наблюдениям, по нашим наблюдениям в отделе абонемента Национальной библиотеки, излишняя стабильность в фонде, даже в открытом доступе, она не идет, не идет на руку нашим задачам по продвижению фонда. Если мы меняем стеллажи местами, да, если мы меняем расстановку с одного раздела на другой, перемещаем фонд, то, как правило, книги, я об этом тоже дальше буду говорить, те книги, которые раньше лежали тяжелым грузом, вроде бы хорошие издания, интересные, они, если их ставишь в другое место, на них начинают обращать внимание. Это было понятно нам чисто интуитивно, а дальше я вам расскажу, что, оказывается, уже в мерчендайзинге это все уже описано и применяется для товаров. И понятной должна быть не только библиотекарю, но и читателю. И видите, у меня восклицательный знак, я бы сказала, что в первую очередь должно быть понятно именно читателю. Далее об этом тоже немножечко я скажу, что читатель не обязан знать наши таблицы ВБК, да? Он не обязан знать даже и какие-то наши внутренние системы, расстановки и так далее. Он зашел, ему должно быть все сразу видно, понятно, ясно, и открытый доступ предполагает, конечно же, максимальную активность именно читателя, а не библиотекаря в фонде. Также расстановка должна создавать максимальный комфорт при поиске документов, это уже вот продолжает буквально первый мой постулат, а также способствовать рациональному, экономному использованию полезной площади, а также расстановка должна обеспечить благоприятные условия для ухода за фондом и его проверки. Это тоже немаловажно для нас,
потому что, несмотря на то, что это наша внутренняя работа, да, это все должно быть обеспечено именно эффективной, правильной расстановкой фонда. Ну и, в общем-то, если говорить о способах расстановки, то в отечественной библиотековедении есть теория, да, которая рассматривает два класса библиотечной расстановки фонда. Это расстановка семантического, то есть содержательного типа, и расстановка, основанная на формальных признаках. Более подробно мы с вами сейчас поговорим об этом. Если у вас есть какие-то дополнения, комментарии, какие-то интересные, может быть, ваши личные, интересные или вообще имеющийся у вас личный опыт, да, по расстановке, то все можно, в общем-то, об этом можно писать либо по СМС, да, WhatsApp, Viber, либо можете попробовать в комментариях. Мы сейчас посмотрим комментарии, да? Может быть, что-то уже есть. Наш. Хорошо. Сразу на будущее вам скажу, да, если вы имеете возможность авторизироваться в YouTube, там, по-моему, с помощью Google аккаунта, да, можно. Да, если у вас есть почта на Google, то вы можете авторизироваться и писать свои комментарии прямо под экраном с трансляцией. И это может быть более удобно, и это, по крайней мере, бесплатно, в отличие от СМС. Вот, если далее в будущем вы будете в таких трансляциях участвовать, то заведите почту на Google и используйте эту возможность. Значит, на чем мы остановились? Расстановка по содержательному признаку, по семантическому признаку, то есть по каким-то содержательным аспектам, содержательным направлениям в книгах. Да? Это может быть систематическая расстановка. Сейчас мы переключим. Ага, вот. Ну тут мелко, но тем не менее, я думаю, более полезно будет какие-то ваши комментарии здесь послушать или прочитать в нашей ситуации. Систематическая расстановка – это расстановка по отраслям знаний в соответствии с ББК. И если вы на ней остановитесь, то далее мы поговорим о том, что расстановку такую нужно тоже делать по каким-то смысловым блокам. Да? Далее тематическая расстановка, когда издания расположены по различным отраслям знаний, однако по темам больше. И вот если говорить о тематической расстановке, например, очень интересно из последнего, что эффективно сыграло на продвижение книги и на формирование читательского вкуса, выделение, например, таких тем. И книги, выделенные по темам, могут быть разных ББК, сразу скажу. Например, в библиотеке национальной в отделе абонемента был выделен, ну не стеллаж, а, скажем так, тематическая полка по Арктике. Да, это такая довольно актуальная тема, можно сказать, тренд современного мира. Арктика, да, все о ней. И выделено было, значит, добавлены на эту полку были художественные произведения. Это какие-то путевые заметки, да, это в том числе поэзия, да, об Арктике, об этом регионе. Это, конечно же, по ББК это 26 раздел в большом объеме и 63 как история освоения, да, Арктики. И вот этот тематический раздел, эта полка, она, в общем-то, довольно актуальна на сегодняшний день, и книгооборот этих изданий, он повысился. Кроме того, книги о ГУЛАГе, например, отдельный тематическим блоком выделены у нас из общего фонда открытого доступа. И выделены, в общем-то, совсем недавно книги о ГУЛАГе. Было подсмотрено мной в одной из библиотек, и я поняла, что действительно это очень актуально, ведь правда, это очень актуальная тема. Книги эти спрашивают, да, и когда ты начинаешь, ладно, если у тебя нет человека в очереди, да, на кафедре выдачи, тогда ты можешь поработать там с каталогом, заглянуть в Яндекс и так далее. Но если у тебя
много читателей в отделе обслуживания, и тебе надо как-то вот быстро, да, разрулить ситуацию, что один просит вот книги о ГУЛАГе что-нибудь, как у нас любят читатели говорить, а второй уже стоит там с готовым пачкой, которую ему нужно записать просто-напросто, тогда проще подвести человека к полке тематической, он будет знать, что вот по его интересу есть подборка актуальная. Во-первых, он будет вам благодарен, что вы вот уже о нем позаботились, а во-вторых, это сэкономит ваше время, да, как на кафедре обслуживания, и вам не нужно будет судорожно бегать там по русской литературе, да, по истории, искать там какие-то мемуары и так далее, вспоминать судорожно этих авторов, которых вы, в общем-то, в уме держите только самых известных, да, там Петкевич, Солженицын и так далее. Человек имеет возможность поработать с книгой, он возьмет, может быть, не ту одну, которую вы ему предложите, а сразу несколько. И, в общем-то, это очень интересная тематическая подборка книги о ГУЛАГе, она имеет место быть в фонде открытого доступа и хорошо играет. Дальше, например, у нас выделено отдельно, и я видела во многих библиотеках, может быть и у вас тоже, выделены книги по теме «Здоровый образ жизни». До определенного момента, вот буквально даже до нашего переезда на новый адрес, книги по здоровому образу жизни были расставлены у нас на отдельном стеллаже, понятно, как тематический стеллаж, и в алфавите авторов. Но когда мы переезжали и, в общем-то, распаковывали фонд, мы вспомнили, что назрела такая потребность из этого общего массива книг, которые расставлены по авторам, выделить определенные тематические блоки. И уже расставляя книги на новом адресе, мы выделили там, на этом стеллаже отдельно книги, например, по йоге, книги по здоровому питанию, книги по каким-то методикам похудения или, то есть по корректировке веса. Книги по отдельным заболеваниям были выделены на этом стеллаже. И это уже облегчило и нам, да, работу, и читателям тоже, когда они видят, что уже об их интересе позаботились, и они уже могут не ходить там по полочкам, не просматривать все там 6-7 полок, да, в поисках нужной книги, а сразу же идут в тот блок тематический на этом стеллаже, который им интересен. Кроме того, в здоровый образ жизни попали не только пятерка, не только медицина, но также и отдельные книги 75-го раздела, то бишь, например, йога, да, отдельные книги 74-го, да, раздела там по закаливанию детей, например, да, оно было зашифровано 74-й. Вот. Также, ну, если какие-то интересные вообще или те тематические стеллажи, о которых я вот не сказала, и у вас выделены в библиотеке, да, и мне было бы очень интересно об этом тоже узнать. Поэтому жду ваших комментариев, либо ваших смс, потому что это всегда взаимно полезно. Вот. Очень много не очень много, но вот когда я езжу по библиотекам с лекциями, я, как правило, всегда стараюсь заглянуть в фонд открытого доступа, и так или иначе из любой библиотеки я привожу что-то интересное, как, например, вот книги о ГУЛАГе, выделенные в одной из библиотек, также потом появились выделенные полкой и в Национальной библиотеке в отделе абонемента. Дальше мы посмотрим, мы отвлеклись на тематическую расстановку, да, на примеры. Предметная расстановка. Она предусматривает группировку предметов по рассматриваемым в них предметам, объектам, да, аспектам, событиям, явлениям, персоналиям и так далее. Например, книги каких-то о жизни и деятельности отдельных личностей бывает интересно выделить. Как правило, предметная расстановка, ну вот на мой взгляд, предметная расстановка может быть такой ситуативной. То есть какой-то у нас интересный, например, деятель, да, или политик, или спортсмен, или актер, да, вот он зазвучал вдруг вот в нашей повседневной жизни, да, по
телевизор, да, в средствах массовой информации появилась о нем информация. И тут же вы можете выделить небольшую, вот, использовать как раз таки предметную расстановку и выделить его произведение, да, о нем, какие-то интересные факты подобрать и вот такую мини-подборку сделать, да, именно откликаясь на реалии современного окружающего вас мира. Кроме того, активно используется у нас в библиотеках жанровая расстановка, практически во всех фондах открытого доступа она используется. Например, выделение отдельно детективов, да, у нас, например, выделены отдельно русские, отдельно зарубежные детективы, потому что есть люди, которые читают исключительно русский, кто-то исключительно зарубежный детектив. Фантастика, фэнтези, как правило, должна быть, на мой взгляд, выделена из общего массива. Поэзия, например, тоже. Выделение поэзии в отдельный блок также у нас очень хорошие имело результаты. Исторические романы, да, могут быть выделены в отдельный блок, потому что есть и читатели, которые увлекаются именно этим направлением. Потом во многих библиотеках выделяют военные, да, приключения. Книги о Великой Отечественной войне отдельно бывает, что стоят в художественной литературе. Ну и вот из последнего, что было у нас тоже выделено, и в общем-то это было выделено именно по результатам наблюдения за читательским спросом. Отдельной полкой, например, стоят, если говорить о жанрах, это семейные саги, потому что появились очень много новых, в обзоре я буду об этом говорить, появились новые семейные саги, которые, в общем-то, потянули за собой спрос на и уже ранее изданные произведения этого жанра. И выделение вот этой отдельной полки с семейными сагами, это тоже сыграло очень хорошо на продвижение фонда. Ну и вот из последнего, что мы выделили, также, не знаю, насколько это жанровая, ну, наверное, жанровая все-таки, жанровая расстановка, это медицинские романы отдельно были выделены у нас. Причем именно романы на медицинские темы, какие-то юмористические, какие-то очень реалистичные произведения, где авторы рассказывают о своем опыте, да, как правило, авторы эти медики сами, и вот этот стеллаж, даже не стеллаж, а эти две полочки, они тоже пользуются большой популярностью. Далее расстановка серийная. Ну, вы знаете, да, что это такое, ну, я думаю, если не знаете, то, по крайней мере, используете, просто, может быть, не настолько в теории это все знаете. Это расстановка по сериям, наиболее популярным среди читателей. Ну, у меня вот есть даже пример с нашего отдела. Это выделение в отдельной серии, серии 100 великих, да, вот она здесь представлена. Не хочет? Ага, вот. Угу. Ну, видите, да, на стеллажике, вот она, 100 великих. Угу. Здесь вы можете посмотреть на другой фотографии. Это когда серия «Сталкер» выделена из общего массива фантастики, фэнтези. Вообще, я хочу сказать, что вот выделение серии даже из общего жанрового массива, да, это тоже очень эффективный прием, потому что выделили мы это, в общем-то, больше для себя, чтобы не искать по фонду книги, по там 3-4 стеллажам книги для читателей именно из серии «Сталкер», тем более еще мы не знаем, что он читал, что не читал. А выделение вот таких двух полочек, и вот тут серия «Метро 2033» тоже представлена, в общем-то, сразу же такой положительный отклик от читателей мы получили, как же хорошо, теперь не надо по всему фонду рыться, а вот все в одном месте. В общем-то, это уже как бы комбинированная, да, расстановка. Но серию «Жизель» я дальше покажу, когда мы будем рассматривать законы мерчендайзинга, да, как она у нас представлена. Но сразу скажу, что эта жанровая расстановка, она работает только с известными сериями. То есть, если вот был такой опыт у нас, есть замечательная серия, которая называется «Женские лики. Символы эпохи». Очень красиво оформленные издания с золотым тиснением. И выделили мы ее это художественное произведение,
выделили из общего массива исторического романа вот эти вот произведения, да, которые вошли в серию «Женские лики». И возможно, тут было два фактора. Во-первых, когда они стоят таким общим массивом, они очень выглядят мрачновато, я бы сказала. Плюс серия незнакомая читателям. Плюс она стояла у нас на двух нижних полках, да, то есть в конце исторического романа две нижние полки. И вот эта вот работа, которая была проделана по выделению этой серии в отдельный блок, она, в общем-то, была проделана, можно сказать, зря, потому что никакого эффекта от этого не было, кроме того, что мы поняли, что не со всеми сериями это работает хорошо. Потом мы пробовали переставлять и на верхнюю полку, да, думали, что вниз, может быть, глаз там не опускается, как-то до этого мы додумались даже сами. Даже при поднятии на верхние полочки все равно это выделение никак не сыграло. И далее мы просто расставили обратно по алфавиту авторов. Так или иначе, эти издания выдаются, но не больше, как бы на уровне с остальными художественными произведениями исторического блока «Исторический роман». Поэтому еще раз скажу, что вот эта вот серийная расстановка работает только с известными сериями. Очень хорошо сыграла она у нас, когда мы ЖЗЛ из расстановки по ББК выделили в общий стеллаж. Выдается просто на ура. Теперь эта серия. А вот раньше была тоже расставлена по ББК, что-то в истории, что-то там в философии, что-то в естественных науках. Вот выдачи практически не было. Как только появился отдельный стеллаж в ближнем, как бы, секторе к кафедре выдачи, сразу же пошла большая книговыдача этих книг. Дальше рассмотрим по формальным признакам, может быть, расстановка. Тут вы уже прочитайте сами, да, у вас останется запись нашей сегодняшней встречи. В принципе, это все понятно, да, алфавитная, хронологическая, географическая, языковая, форматная, нумерационная, крепостная. Все эти расстановки вам так или иначе известны, и в завершении нашего разговора о теории, да, расстановки фонда в открытом доступе и вообще расстановке фонда, хочется заметить, и вы об этом, наверное, тоже знаете, что ни одна из расстановок, она недостаточна и не оптимальна. Как правило, используют сочетание двух или более признаков. Об этом вы очень хорошо наблюдали на данном слайде, да, когда вот жанровая расстановка фантастика, фэнтези, внутри у нас алфавитная по алфавиту автора, и тут же еще идет у нас по серии, да, то есть вот эта вот комбинация двух, а в данном случае даже трех признаков книжной продукции, книги, да, как таковой, она у нас используется. Вот. Дальше хотела обратить внимание. В одной из библиотек, в которых я была, использовался принцип, который, в общем-то, назван у нас здесь географический, да, такой признак, когда внутри художественной литературы были выделены произведения отдельных стран. В том числе таких, как Азия, да, азиатские какие-то страны, Африка, там Нигерия и так далее. Ну, понятно, ладно, еще там Англия, США и другие, да, могут быть выделены. Но выделение очень такое дробное, да, по географическому принципу. Так. Я считаю, что это абсолютно не нужно, и даже это может быть не полезно для открытого доступа, потому что, ну вот на моей памяти, да, например, не было такого запроса у читателей, что дайте мне роман какого-нибудь нигерийского автора, да. Если у вас такое было, то, конечно, может быть, это и, если это часто бывает. Ага, хорошо, спасибо. Сейчас ваш комментарий видела, очень хорошо, и сейчас тоже немножечко об этом скажу. Закончу, да, свою мысль. О том, что вот географическое такое выделение по разным странам, на мой взгляд, это абсолютно неоправданно. Это может быть даже
не полезно для открытого доступа и фонда, да, с точки зрения продвижения книги, потому что и вам-то самим, наверное, не очень удобно искать книгу, да, когда спрашивают определенного автора, определенный роман, да, и вот вы начинаете, либо вы начинаете заходить в электронный каталог, чтобы смотреть, с какого языка переведена книга, да, либо вы начинаете обращаться в интернет, чтобы понять, с какой страны этот автор, да, и потом уже бегать по фонду и искать. Да и для читателей тоже это не принципиально и не важно, как правило, да, какой страны данный автор. Тем более, что сегодня может быть так, что автор вырос, допустим, в Японии, пишет он на английском, а сам себя считает еще кем-то по национальности третьим. То есть вот это вот выделение географического принципа, оно хорошо работает только, на мой взгляд, в краеведческой литературе, когда мы выделяем по городам, по странам, там об Уктыле, об Ухте, об Усть-Цильме, да, в Сыктывкаре, тогда да, там может быть это использовано. А вот в художественной литературе географический принцип, на мой взгляд, абсолютно не нужен. Видела, вот сюда, ой. Видела ваш комментарий, очень хорошо, да, что в Уктыле в библиотеке выделены книги по теме «Сибирский роман». Действительно, очень и очень хорошо, что вы выделяете эту серию, потому что у нас тоже она выделена, и тоже очень хорошо она работает, вот эта вот тематическая, ну там у нас 2 полочки, может быть 1 полка, наверное где-то 1,5 полки. Что интересно, есть новая серия «Сибириада», «Сибирский роман», да, какие-то там сибирские хроники, не помню как точно она называется, «Сибириада» это точно есть такая серия, но это новые, многие переизданные романы, да, что-то выходит новое, что-то выходит интересное в этой серии всегда. Читатели есть большие любители этой серии, и даже те, кто раньше ее не читал, когда выдаешь, да, смежные по его интересу, вот сибирский именно роман, он, как правило, возвращается к этой серии в следующий раз. И у вас уже развязаны руки, вы уже можете просто подвести его к полке, да, он выбирает сам. Плюс туда были добавлены, вот мы такое решение приняли, мы добавили к этим новым переизданным красивым изданиям те советские романы, которые тоже написаны по данной тематике. Да? То есть там, по-моему, Федоров, кто-то Абрамов, ну могу сейчас уже вот точно не помню, но мы добавили туда именно советского периода издания, которые тоже рассказывают о покорении Сибири, да, о трудностях вот этих вот, которые люди преодолевали, да, о тех же там золотоискателях и так далее. И эти книги старые, которые в подсобном фонде стояли, там пылились, да, не выдавались, они начали по-новому играть вот уже после того, как они стали включены вот в эту красивую серию «Сибириада». Просто они там вот физически появились, и их тоже стали брать, читать, вспоминать. Действительно, у нас ведь были такие книги и раньше. Поэтому вот если вы не пользовались таким приемом, пробуйте добавить туда старые издания даже советского периода, как они у вас пойдут. Давай еще раз посмотрим, может что-то еще появилось. Хорошо. Ну, далее мы рассмотрели с вами формальные признаки, да? Подробно не будем на них останавливаться. В общем-то, в теории вы все это библиотечное найдете. Далее, когда мы говорим об открытом доступе, есть отдельные принципы, которые тоже не стоит забывать. Это тематический принцип, приближенный к запросам пользователей. То есть вот когда появился запрос, вы сразу или пусть, лучше, конечно, чтобы это был не один запрос, а какой-то определенный спрос категории пользователей, и сразу же на него нужно среагировать. И это будет и вам, и читателю очень приятно и полезно. Кроме того, зонирование, об этом мы немножечко дальше поговорим подробнее. Я вижу, что у нас первый час уже заканчивается, поэтому на таких каких-то моментах, которые, в общем-то, теоретически, буду останавливаться уже меньше. Дальше у нас все уже пойдет больше такой практический блок из опыта работы. Зонирование, да, законы мерчендайзинга мы рассмотрим, буквально там 3 закона, которые используются, как правило, в расстановке продуктов и предметов, да, в магазинах, то есть товаров, а также расположение отраслевой литературы по блокам.
просто буквально пролистну даже этот слайд, потому что он не настолько на сегодня уже важен в свете нашей темы с вами. Вообще, если говорить о том, что, помните, мы говорили, что расстановка должна быть стабильной, да, не всегда это полезно, но иногда бывает настолько нестабильная расстановка в библиотечном фонде в открытом доступе, что просто кажется, что как с этим работать. Первые такие были вопросы у меня появились, когда стали по России открываться библиотеки в новых, отремонтированные, да, с новыми интерьерами, с новой мебелью и так далее. Это, сразу скажу, это мое субъективное мнение. Но основано оно на опыте работы именно в фонде отдела абонемента, в том числе на кафедре выдачи я много работаю. Насколько удобно, когда у нас, например, выделяется слишком много зон, или когда, то есть избыточное зонирование, да, происходит, либо когда у нас появляется разного рода вот такая вот мебель, которая может трансформироваться, да, видите, да, что вот это вот все ездит, это может перемещаться, может туда-сюда, вот здесь вообще непонятно, например, что может быть расставлено, ну, возможно, какая-то тематическая, да, подборка, но если это все перемещается по библиотеке, то есть читатель, как правило, приходит в библиотеку, активные читатели приходят где-то 2-3 раза в месяц. Если каждый раз у нас будет в новом месте стоять этот стеллаж, если у нас будет постоянное перемещение фонда, да, в помещении открытого доступа, то насколько это будет удобно, во-первых, читателю, который все-таки пришел за определенной книгой, он помнит, что вот она, эта тематическая подборочка, его любимая, стояла там. Теперь ему нужно по всему фонду пройтись, чтобы ее искать, да, а у него, может быть, нет времени на это. И насколько это удобно библиотекарям. То есть вот эта вот излишняя подвижность фонда, она тоже не очень хороша. Поэтому, когда вы выделяете зоны, и если вы будете, в общем-то, делать, ну это чисто вот мое субъективное мнение, сразу скажу, у вас может быть другое. Не стоит излишне увлекаться вот этой вот мебелью, которая модульная, да, которая может трансформироваться. Пусть это будут отдельные такие какие-то штрихи в интерьере, да, и расставьте там, например, новиночки. Все-таки для читателей более удобно и интересна какая-то хотя бы относительная стабильность фонда, в том числе при зонировании. Кроме того, современная модель библиотечного пространства, она просит выделения таких зон, как зона для чтения, да, ну, тут мы видим на слайде, очень ярко это выделено, представлено, но это может быть просто даже какой-то удобный пуфик, да, в зоне, пусть даже между стеллажами, это может быть просто элементарно стул, на который можно присесть и пролистнуть книгу, вспомнить, читал ты ее или нет. Это может быть небольшой, просто даже какая-то табуреточка, элементарно поставить сумку, да, то есть для чтения зоны, конечно, нужны в открытом доступе, и об этом нужно подумать. Кроме того, как правило, в библиотеке в открытом доступе должна быть всегда справочная служба, ну, на абонементе это, как правило, роль это выполняет именно обычно библиотекарь на кафедре обслуживания, да, а также зоны для релаксации, для игры, для творчества, для отдыха, они тоже должны быть. Вот сразу покажу следующий слайд, он уже более по теме нашей. Если говорить о зонировании, да, то очень интересно и вообще обязательно нужно использовать все ваши имеющиеся помещения, все отделы, все какие-то небольшие такие подотделы, да, и продвижение книги, оно может быть идти даже от самого как бы входа в библиотеку. Почему у нас, например, появилась вот такая вот небольшая экспозиция, да, буквально выставка, может, даже не выставка одной книги, а просто книжка, которая выставлена была на секторе регистрации. Все читатели, которые проходили в библиотеку, несмотря на то, в какой они отдел бы ни шли, они проходили через сектор регистрации.
Там они получали, либо записывались в библиотеку, да, либо оформлялся им вход в библиотеку. Ну, у нас автоматизированная система. А вообще, наверное, тоже у вас есть такая вот небольшой такой сектор, который занимается записью читателей, да, либо это может быть даже просто кафедра на гардеробе, да, где читатели останавливаются, чтобы просто там раздеться. Почему возникла такая идея, что нужно как-то бы вот продвигать книги даже для тех читателей, которые еще не зашли на абонемент, наш отдел? Я уже говорила, что у нас был очень большой подфонд, то есть такой фонд подсобный, который не был представлен в открытом доступе. И иногда было очень обидно, когда совершенно замечательные книги, иногда даже новинки, иногда это просто такие редкие, какие-то уникальные, очень хорошо иллюстрированные издания, и они, не имея для себя места в открытом доступе, они просто были вот, буквально там похоронены в этом подсобном фонде, и никогда читателю на глаза не попадались. И выдавались они очень-очень-очень редко. И вот мы решили, что нужно как-то продвигать, да, этот фонд. Ну, начинали с того, что выставляли их на кафедре выдачи, но был такой определенный контингент читателей, которые не приходили на абонемент. Они приходили в отдел краеведения, в отдел там периодики, да, почитать прессу, кто-то шел только в иностранный отдел и так далее. И как только вот такой небольшой вот блок оформлен был на секторе регистрации, через который проходили все читатели, туда мы стали выставлять вот эти книги, которые девизу читателям, может быть, не попались бы вообще, большинство читателей никогда бы не попались в руки. Именно отраслевая литература, интересная, актуальная, но та, которую в открытом доступе просто некуда было поставить. И сразу же выдача этих книг повысилась. Буквально были такие случаи, как только мы книгу поставили, уже сразу же следующий читатель, который зашел в библиотеку, он ее забрал. Бывало, что мы до 4-5 книг в день меняли. Бывало так, что книга стояла сутки, и на следующий день уже просто приходилось ее менять, потому что никто ее не взял. То есть как вот это избитое выражение, да, театр начинается с вешалки. Также библиотека должна быть библиотекой везде, вне зависимости от того, что это гардероб, да, или какой-то сектор регистрации, или это там центр правовой информации. То есть книга должна быть везде. Вот используйте все эти возможности представления, да, своих книжных коллекций, своего основного богатства книги. Используйте по максимуму вообще. То есть книга может быть представлена в любом помещении библиотеки, лишь бы она нашла своего читателя. Так. Не будем смотреть комментарии. Теперь уже как будто нужно смотреть. Так. Ага. Ну, далее вот при расстановке по ББК есть такая рекомендация, что если вы используете расстановку по ББК в отраслевом фонде, да, в фонде открытого доступа, то следует по тематическим таким блокам, да, все-таки приближенные по содержанию книги, нужно, в общем-то, вот по таким блокам распределять, да, то есть человек, который интересуется историей, он также может интересоваться политикой, экономикой, да, общественными какими-то там направлениями. Это все очень хорошо на практике было у нас использовано, это все, конечно же, тоже хорошо играет на продвижение книги. Кроме того, вот, например, художественная литература была поставлена у нас в последний момент, вот сейчас уже вместе с такой популярным литературоведением. Популярное литературоведение — это не труды там Гинзбург, да, или других известных литературоведов, а это там литературоведение, которое рассказывает о поэтах, писателях, да, с точки зрения какой-то такой их житейской жизни, да. Ну вот известная серия есть «Автор без глянца», да, там Ахматова без глянца и так далее. И тоже вот это соседство художественной литературы и литературоведения, оно тоже хорошо играет на выдачу изданий. Есть такой еще прием, может быть, вы о нем слышали, когда литературоведение, книги об авторах расставляются внутри художественной литературы рядом с произведениями самого этого автора.
Был такой тоже опыт в порядке эксперимента, просто, например, мы расставляли книги о сестрах Бронте, да, рядом с их произведениями. И тоже это очень интересно сыграло, то есть люди обращались к этим книгам, которые зашифрованы в литературоведении, которые, в общем-то, так сами по себе бы, может быть, никогда и не обратились бы читатели к этому разделу, к этим книгам. Но тут, когда они стояли рядом с произведением этих авторов, да, в общем-то, читатели обращались. Но это был такой именно эксперимент, сейчас у нас не реализована эта идея, ну вот как вариант попробовать можно вам тоже. Дальше. Законы мерчендайзинга, которые мы можем использовать при расстановке фонда. Так или иначе, понемножечку я об этом упоминала в ходе вообще, когда говорила о расстановки как таковой, да, но отдельно мы об этом тоже чуть-чуть поговорим, у нас уже времени немного, но в общем-то я уже и заканчиваю эту тему. Первый закон, закон фигуры и фона. О чем он нам говорит? Что один из объектов может быть выделен на фоне других. Может быть выделен за счет размера, да, книги, за счет нестандартной оформления какого-то, да, на фоне других, за счет контраста по цвету, не только по размеру, да, но и по цвету, например. Ну и вот такой один из примеров, когда я говорила, что Жизел, да, у нас выделена как серия. Вот здесь у нас буквально просто кто-то по наитию поставил книгу о Калашникове, да, в общем-то, обложечкой уже не форзацем, да, а обложкой к читателю. И сразу же эта книга была выдана. Понятно, что библиотекарь, когда, одна из моих коллег, когда она это делала, у нее было два таких движущих момента. Во-первых, она получила эту новую книжку, да, о Калашникове, буквально вот только-только из дела обработки. И второе, что у Калашникова в этом году юбилей, да, о нем много говорят по телевизору, где-то в СМИ это часто упоминается. И вот она поставила таким образом. В общем-то, она по своему наитию использовала один из законов мерчендайзинга, да, когда одна из фигур выделяется на общем фоне. К каким книгам это может быть также применено? Например, очень часто у нас возрастает с вами, вы, наверное, замечали, что возрастает интерес к экранизированным, да, или каким-то новым экранизациям произведений, когда выходят книги о каких-то известных личностях, да. И вот, например, сейчас у нас идет, да, сейчас скажу, сериал о Муслиме Магомаеве, да, и вот как бы большое мое сожаление, что в фонде абонемента нет книг о нем, потому что у нас есть фонд отдел литературы по искусству, который комплектуется, в общем, такими изданиями, да, о музыкантах, о художниках и так далее. И вот интересно, воспользовались ли они этим, да, вот таким поводом информационным или нет? Мы бы-то уже давно бы воспользовались. Допустим, была экранизация, когда Стивена Кинга «Оно», это просто было что-то невероятное с ажиотажем на эту книгу. Ну, это вы, наверное, тоже многие замечали. И вот такое выделение, да, одной из книг на общем фоне, оно может быть не обязательно на стеллаже. Это может быть вот как в каком-то отделе библиотеки, да, просто ярко оформленный небольшой кусочек пространства, где одна из книг может быть представлена. Дальше у меня нет отдельного слайда, но закон уровня глаз тоже очень ярко в библиотеке может быть проиллюстрирован. Ну, понятно, что мы воспринимаем информацию на уровне своего роста, на уровне своих глаз. И поэтому, если верхние полки стеллажей, они еще хоть как-то могут быть осмотрены читателем, то вот самая нижняя, да, полочка, она совершенно, да, вот уровень глаз, он повыше немножко. Но вот нижние две полки, они совершенно уже не попадают в поле зрения читателя, пусть он даже может быть любого не очень высокого роста. Как правило, вторые и третьи полки, они наиболее осматриваемые, при этом
следует учитывать, что мужчины, например, смотрят далеко, могут обратить внимание на верхние полки, а вот женский взгляд уже он все-таки на уровне глаза немного ниже обращается. Что с этим делать? Ну, есть такой прием, когда, например, на нижнюю полку можно поставить собрание сочинений, да? Если у вас на данном стеллаже представлены, например, произведения там Достоевского или Гоголя и так далее, да, то вот отдельные произведения ставятся в общем массиве алфавитном, а вот собрание сочинений можно поставить вниз. Потому что понятно, что это литература повседневного спроса, да, в том числе и студенты, многие сейчас взрослые люди перечитывают классику, но ставить собрание сочинений в общем массиве нет смысла, потому что, как правило, корешки у них не информативны, там только нумерация идет. Вот нижние полки можно использовать для такого массива документов, которые вам нужны ежедневно для выдачи, но читателю они будут не настолько обозримы, и, в общем-то, будет оптимально использован весь стеллаж, и в то же время на уровне глаз будут книги, которые актуальны и спрашиваемые. Далее, закон мертвой зоны. Вот он очень активно, в общем-то, пересекается с законом уровня глаз, потому что есть, как я уже говорила, есть места, куда человек не заглянет никогда. Что можно еще сделать с вот теми зонами, которые, в общем-то, являются плохо просматриваемыми, да, для читателей? Можно поставить туда, кроме собрания сочинений, можно поставить туда какие-то толстые книги с очень четким шрифтом, с хорошо читаемыми надписями, да, то есть если уже он взглянул туда, ему не нужно читателю присматриваться, да, наклоняться и так далее, он уже сразу увидит, что там находится внизу, насколько для него это актуально. Ну и, как я сказала уже, либо какие-то собрания сочинений, либо дублетные издания, которых у вас в фонде много, да, вот, например, у нас много Джорджа Моэс, да, «До встречи с тобой», там буквально, ну, есть, наверное, 4 экземпляра. То есть в общем массиве алфавита на уровне глаз мы ставим 1-2 книги, да, и свой какой-то этот стратегический запас, который тоже, возможно, уже завтра будет выдан. Мы ставим вот эти дублетные книжечки, мы ставим на нижнюю самую полочку. Потому что ходить с ней в подсобный фонд за этими изданиями каждый раз, а у нас сейчас, например, подсобный фонд вообще по другому адресу, в другом конце города находится, это совершенно неудобно. Кроме того, если уж вы приняли решение, в общем-то, использовать нижнюю и верхние полки в общем алфавите, в общей расстановке, да, не хотите там никаких зон выделять отдельных, можно что еще делать? Например, есть книги, которые по жанру трудно отнести к какой-то определенной категории. Например, бывают детективы с каким-то мистическим таким содержанием, да? Бывают, что еще? Бывает, что женский роман с элементами магии, да, и тогда можно пробовать, если у вас эти книги уже, вы видите, что вот они в общей тематике застоялись, да, они находятся по алфавиту, так сыграла судьба, что они в мертвой зоне, да, находятся, попробуйте переставить их на другой тематический стеллаж. То есть из детектива он попадет в фантастику, и там он будет стоять в алфавите на уровне глаз, и уже он, возможно, получит новую жизнь, эта книга. То есть вот такая вот подвижность фонда, она сыграет только на плюс в данном случае. Ну и что еще в конце хотела сказать вам? Ну вот закон мертвой зоны, как этого избежать, тоже отдельно у меня есть. И, в общем-то, это последний из слайдов. И самое главное, что нужно знать, чтобы продвигать свой фонд, да, посредством именно расстановки, и об этом я не раз упоминала в ходе лекции, это то, что нужно всегда активно и оперативно реагировать на потребности наших пользователей. Ну, я смотрю, мы еще посмотрим, да, будут ли комментарии. А на этом, в общем-то, наша первая тема, она, в общем-то, и подошла к концу. Сейчас мы переключимся.
другую презентацию включить. Угу. Дальше. Угу. Трансляция с района слышат. А? Угу. Ага, хорошо. Все, ну на экране у нас уже новая тема. Современная зарубежная литература. Второй темой у нас с вами идет обзор литературы. У нас осталось с вами время буквально 45 минут, да? Вы вообще, если вы уже устали, если уже у вас есть какая-то потребность сделать перерыв, да, либо мы сейчас с вами уже 45 минут используем и начинаем с вами работать дальше, да, до конца, либо вы мне, пожалуйста, отпишитесь, хорошо, либо в комментариях, либо по телефону, что мы продолжаем, все хорошо. Я не буду вас задерживать. Я сразу скажу, что я вот в 12 часов, все, мы с вами попрощаемся, да, обменяемся контактами и так далее. Но слайды я все прощелкаю. Для того, чтобы вы имели представление вообще, о чем я бы хотела вам рассказать, да, и на какие книги, я думаю, что следует обратить внимание не только при формировании своего читательского какого-то плана, да, но и при формировании фонда библиотеки. Вообще на сегодняшний день мне кажется, что оптимально, когда фонд библиотеки и заказ литературы производят в первую очередь исходя из мнения отделов обслуживания. Потому что ни один отдел комплектования, он с читателями не общается. Общаются в отделе обслуживания. В отделе обслуживания знают, какие есть потребности, какие есть запросы, какие интересы, да, какая книга сейчас вышла, как правило, больше знают отдел обслуживания, отдел абонементов, чем отдел комплектования. Вот. Поэтому, в общем-то, я считаю, что нужно быть, если у вас нет такой позиции, надо быть более активными и формировать свой фонд именно исходя из читательских потребностей. Смотрим комментарии, что я предложила с тех пор. Хорошо. Там еще. Нет? Слайд все еще? Нет, здесь нормально. У них все еще тут слайд? Вот слайд. Все. Ну, вы видите, что наша тема называется «Современная зарубежная литература». Почему это именно современная зарубежная литература? В общем-то, любой, на мой взгляд, любой обзор, который составляется, пусть даже, библиотекарем, читателем, да, профессиональные, конечно, лекторы, которые занимаются преподаванием, они, может быть, менее субъективны. Но любой обзор библиотекаря, он очень и очень всегда субъективен. Я читаю зарубежную литературу, я ее люблю. Люблю за многообразие жанров, за многообразие авторов, за ее проблематику и за то, что зарубежная литература, как правило, быстрее реагирует на проблемы в мире, на какие-то социальные изменения. Русская литература ни в коем случае мной не критикуется. Есть авторы, которых я очень люблю и из зарубежной литературы, в том числе из современной, из русской литературы, из современной русской литературы. Но так сложилось, что в институте, когда я училась, я по образованию филолог,
мне привили именно любовь к зарубежной литературе, и так она вот со мной идет по жизни. Поэтому обзор будет рассказывать именно, я буду рассказывать именно о зарубежной литературе современной и о тех книгах, которые, в общем-то, я сама и прочитала. Здесь не будет никаких теоретических, будет минимум теоретических каких-то моментов. Это будет именно рассказ о книгах, которые, я считаю, неплохо было бы прочитать, которые можно рекомендовать читателям и которые получают, как правило, очень положительные отзывы от читателей. Один из таких авторов, которые, в общем-то, практически любым читателям принимаются на ура, это Дэниел Кийс, и прежде всего это «Цветы для Элджернона». Его произведение. Есть у него, вы видите, что было много на слайде. Вы видите, что было много переизданий, самых разных, в том числе есть очень старые издания этой книги. И, в общем-то, читатели принимают ее на ура. И что интересно, это, в общем-то, такая своего рода, я бы сказала, научная фантастика. Несмотря на то, что произведение трудно отнести к какому-то жанру определенному, но, на мой взгляд, ближе всего это к научной фантастике, потому что рассказывается о необычном эксперименте над человеком, который отстает в развитии, то есть он остановился в развитии на уровне где-то там, может быть, 4-5 лет, да, какие-то основные жизненные навыки он имеет, но интеллект его остался как у совсем маленького ребенка. И над ним производят эксперимент, и его интеллект постепенно растет, и вот это на протяжении всех страниц мы видим, и даже в конце, где-то вот на своем пике его интеллект превосходит даже интеллект тех ученых, которые произвели над ним вот это вот действие, да, эту операцию провели. Но если говорить об интеллекте, этот человек, он получил, да, желаемое, несмотря на то, что далее после пика своего интеллектуального роста он спустился до уровня еще ниже того, на котором он был, но его такие общечеловеческие качества, да, они даже в самом начале, они намного превосходят человеческие качества людей с нормальным интеллектом, которые его окружают в повседневной жизни. То есть над ним шутят, да, грубо, бесчеловечно, а он при этом остается добрым, отзывчивым, понимающим и не принимает это все, в общем-то, на свой счет. То есть мы видим, что самая основная мысль, я думаю, Дэниела Кийза в том, что интеллект можно привить, да, поменять, развить как-то, да, может быть, даже путем каких-то экспериментальных, да, вмешательств. А вот именно человеческие качества, да, они у человека либо есть, либо их нет. Не всегда, я думаю, иногда бывает важнее не то, насколько человек интеллектуально высокого уровня, да, а именно его жизненные качества, его жизненная позиция, она намного важнее. Есть у Дэниела Кийза и другие произведения, которые также были изданы буквально не так давно. Это «Пятая Салли», «Таинственная история Билли Миллигана». И вот одна из его последних книг, больше пока я не видела переводов его произведений, это книга «Прикосновение». Книга «Пятая Салли» и «Таинственная история Билли Миллигана», они пересекаются по своему содержанию, по своей тематике, потому что в них обоих речь идет о людях, внутри которых живет несколько личностей. И когда одна личность выходит наружу, да, то другие, остальные, они прячутся, и каждый раз перед нами как будто бы новый человек. Каждая личность обладает своим интеллектом, своим характером, своими привычками и даже своими физическими особенностями. Но если говорить о «Пятой Салли», то внутри одной женщины молодой жили 5
личностей. У Билли Миллигана, в общем-то, это реальный человек, который жил, существовал. У него в его сознании 24 личности одновременно существовали, и были даже такие, которые, например, обладали какими-то физическими дефектами. То есть одна из личностей заикалась, другая, например, была глухой, кто-то из его личностей был женского пола, кто-то из его личностей был интеллектуалом, иностранцем. И каждый раз в определенной жизненной ситуации у него на поверхность выходила одна из этих личностей. Но самое печальное, на мой взгляд, в этом произведении то, почему появлялись эти личности в его сознании. Вообще речь идет уже о взрослом герое Билли Миллигане, который совершил преступление, оно расследуется, и он лежит в клинике. И вот его пытаются лечить, и параллельно мы узнаем о его детстве, о том, как он рос, и, в общем-то, почему он таким стал. Ну, он жил в неблагополучной семье, допустим, одна из личностей, да, это глухой мальчик возраста 7, там, 7, 10 или 10 лет, да, то есть совсем маленький ребенок, который уже, однако, довольно осознанно воспринимает мир. И вот этот глухой мальчик появился в тот момент, когда его отец бил его брата. И чтобы не слышать вот этих вот криков брата, да, вдруг появляется в сознании Билли Миллигана личность, которая вот этого глухого мальчика. Или, например, могут выйти такая личность, даже не настолько личность, сколько, ну да, личность, но она состоит из двух девочек, которые поют песни. Две девочки, вот там около 12-13 лет, две девочки-подростка, которые поют колыбельную. И эти личности появились в его сознании в тот момент, когда он уже подростком находился в детском доме, да, его обижали, его притесняли, может быть, ну, там, даже физически там были какие-то над ним издевательства. И вот эти две девочки появились в тот момент, когда некому было утешить главного героя. То есть, по сути, опять же, мы видим, что несмотря на то, что Дэниел Киз рассматривает вот эту вот особенность, да, психологическую особенность, которая, в общем-то, реально присутствовала у Билли Миллигана, он обращается еще и к таким общечеловеческим ценностям, да, и, в общем-то, заставляет нас посмотреть, а что вообще творится в мире, почему такие люди появляются, почему вот это все происходит. Ну, далее еще хотела, конечно, сказать о вот этом романе «Прикосновение». Совершенно небольшой, даже я бы сказала, длинная повесть, совершенно полярное произведение, опять же, да, вот в отличие от «Цветов для Элджернона», да, «Таинственная история Билли Миллигана». Вот «Прикосновение» — это совершенно другая тема, совершенно другое произведение, небольшой роман. Он рассказывает о молодой семье молодого архитектора, которые случайно получили небольшую дозу радиационного облучения. И в этот момент муж узнает, что его жена, которая долго не могла забеременеть, она оказывается в этот момент еще и беременна, оказывается, на малом сроке, да, и вот эта радиация, она, в общем-то, воздействует только на них двоих. Он небольшой шлейф где-то получает, когда едет с работы, просто с попутным своим каким-то знакомым. И вот, однако для них двоих это становится такое трагическое событием не только потому, что они, понятно, что здоровье свое они теряют, больше, конечно, муж, чем жена. Они теряют ребенка, который рождается с несовместимыми с жизнью, да, патологиями. Но опять же автор нам показывает, что несмотря на то, что радиация, вот эта радиационная пыль, их очищает полностью, а уже просто изменения идут внутри их организма, и они уже никому не опасны из окружающих. Они в своем небольшом районе, да, становятся изгоями. И не просто изгоями, а людьми, которых преследуют, которых пытаются выселить, да, которые мало того, что физически вот эти все они терпят
неудобства, да, и здоровье они теряют абсолютно. Но еще и вот эта вот социальная среда, которая, в общем-то, даже не пытается разобраться, да, и автор хочет, как бы я думаю, что автор нам тут показывает, что иногда достаточно даже какого-то необоснованного слуха, чтобы человек стал в социуме уже, ну, абсолютно чужим, лишним, да. И вот, в общем-то, очень трагические происходят события, да, и вообще, как они потом едут, ну, насколько могут ли они получить медицинскую помощь, да, как они борются и держатся друг за друга, насколько они сплочаются, да, вот муж и жена в своей вот этой вот общей беде, и что там происходит с ребенком, и как она вообще попадает в роддом, все эти вот подробности, ну не подробности, все эти вот перипетии автор в очень небольшом романе, он это все объединяет, и трудно сказать, что это книга, которая вам понравится, потому что остается впечатление очень такое тяжелое, но тем не менее, мне кажется, эти книги, они имеют место быть, и они должны, ну не должны, но было бы неплохо, если вы их прочитаете, они вас, в общем-то, ну, обогатят определенным образом. Ну, дальше давайте. Кормак Маккарти «Дорога». Почему включен в мой обзор вот этот вот небольшое это произведение, небольшой роман? Потому что появился среди читателей, особенно среди молодежи, определенный спрос на антиутопии, на такую социальную фантастику, ну, антиутопия, это знаете, да, что такое, на такую социальную фантастику, которая рисует мир будущего, в общем-то, если мы пойдем по тому пути, по которому мы сейчас идем, да, авторы предполагают, что вот что будет дальше, если мы будем жить так же, как мы живем сейчас. И когда уже прочитан Оруэлл, да, когда прочитан Замятин, когда прочитан Хаксли, там Бёрджес, да, и что посоветовать дальше, да, нашим читателям? Ну вот из современных произведений это Кормак Маккарти, может быть, с его романом «Дорога». Получил он Пулитцеровскую премию также. Вообще эти книги, которые вот эту премию достойны, они очень неплохие, все романы. Они очень ориентированы на отражение современного социальной обстановки, и вообще всем рекомендую. Если вот Пулитцеровская премия, да, вы видите, что это издано уже и переведено на русский язык, прочитать это будет не лишним и будет интересно. Кроме того, роман был экранизирован, опять же, это дополнительный нам плюс к продвижению данного издания. Джон Бойн. Многие знают этого автора по небольшому роману, трудно сказать, что это роман, совершенно небольшое произведение, скорее, на мой взгляд, тоже длинная повесть, хотя, в общем-то, роман, наверное, если говорить о том, что большой отрезок времени представлен. «Мальчик в полосатой пижаме» также было экранизировано, кто-то видел только фильм, кто-то читал книгу и фильм смотрел также. Есть продолжение, не продолжение, а похожая по сюжету книга «Мальчик на вершине горы». Также идет рассказ от лица 7-летнего мальчика, 7-8 лет мальчика, который является племянником домработницы, и он попадает в дом Гитлера. И вот что там происходит, вот не хочу спойлерить, да, как говорится, но планируется покушение на Гитлера. И мальчик, он знает, что, ну, он узнает, от него это, в общем-то, и не скрывает, что это вот его тетя, его близкая родственница, которая ухаживает за ним, которая приняла его в свой дом под свое покровительство, одевает его, можно сказать, обувает, кормит, что она участвует в этом заговоре против Гитлера. И он ее сдает. То есть он рассказывает фюреру о том, что, в общем-то, замешана вот в сговоре против него его тетя. И что происходит дальше? И этот ребенок, он, в общем-то, не понимает, что происходит, потому что, ну, вы понимаете, да, что там ее хватают, там избивают и так далее, а он-то, в общем-то, не понимает, что происходит, почему это все вот так вот. Он, в общем-то, сказал просто о том, о чем он знал. И осознание к нему приходит только в совершенно уже зрелом взрослом возрасте. И
такое чувство появляется в конце, когда буквально последние 1-2 главы, когда мы узнаем, что рассказывает нам уже не ребенок, а взрослый выросший человек, что он не может больше жить с этим грузом, что вот он поделился им в книге и пытается тем самым как бы получить некое такое искупление своей вины. И еще 2 другие есть книги тоже этого автора. «Бунт на Баунти», я ее, к сожалению, пока не читала, но просто потому, что она не попала мне в руки в моем плане чтения обязательно. И «История одиночества». Совершенно полярные 2 книги, другая тема, другой сюжет, другой рассказчик. «История одиночества» очень интересное произведение, оно в прошлом году даже вошло в короткий список Ясной премии «Ясная поляна». Вообще одна из самых достойнейших наших русских премий, которая именно рассматривает не всегда известных авторов. Тех не пропиаренных, не каких-то там коммерческих, да, вот таких уже проектов, а произведения, которые жизненные, такие вот имеют проблемы, какие-то проблематику какую-то определенную. И «История одиночества» это как роман взросления. Сейчас мы посмотрим комментарии, может быть, есть. Вот. Ну, давайте дальше. И вот «История одиночества», просто если говорить о сюжете, то от лица, это роман взросления. Рассказан он нам взрослым человеком, мужчиной, который является католическим священником. И он рассказывает о своем детстве, о своей семье, почему он стал священником. Там очень интересная такая вот история, не буду рассказывать о чем, но, в общем-то, как бы начинаешь задумываться, его или это выбор был, или это было сделано для того, чтобы угодить матери, да, но тем не менее он в своем этом выборе, он, в принципе, живет довольно комфортно. И в детстве у него случается такая травма, его отец, у них не очень благополучная семья, его отец тонет и вместе с собой забирает его младшего брата, 3-летнего ребенка. То есть он делает это преднамеренно, совершает самоубийство, но вместе с тем еще и вот этого ребенка с собой вместе забирает. И после этого его мать немножечко, трогается умом, да, и ей как будто бы приходят какие-то видения, и она говорит, что вот ты должен стать священником. Он становится священником, он служит, он попадает даже к высшим чинам, да, там тоже интересно очень, как он это все воспринимает. В его жизни, вот в этом становлении, он даже проходит историю с влюбленностью очень сильной, и как это все заканчивается, очень жестоко. Мир поступает по отношению к этому ребенку, и эта женщина тоже. И дальше он становится, ему дают приход, он служит, и вдруг в стране происходит такое событие, нескольких, в общем, всплывает история, что священники занимаются растлением этих мальчиков, да, которые приходят к ним по воскресеньям на службу, для обучения, в общем-то, вот священному писанию. И тут же, несмотря на то, что говорится в этой истории об определенных личностях, об определенных именах, тут же меняется абсолютно отношение к этой категории людей, к священникам как таковым. То есть, несмотря на то, что в его репутация, его жизненный там устой, да, они никак не могут быть каким-то образом подвергнуты сомнению, да, но однако меняется отношение к нему как к человеку в том числе. И вот один из таких ярких моментов, вообще книга очень читается легко, быстро, спасибо, наверное, в том числе и переводчику, и повествование очень динамичное. И один из моментов, который прям запоминается, это когда он уже стоит, практически современный нам мир, да, он стоит под небольшим козырьком церкви,
и рядом с ним стоят там 10-12 мальчиков, которые пришли к нему на воскресное вот это вот обучение. И они стоят, проливной дождь, холодно, ветер, и он понимает, что, он говорит, я понимаю, что завтра они все слягут с простудой, эти дети, потому что они уже промокли, они уже замерзли, да, ветер. Все это продолжается какое-то время. У него есть ключ от церкви, да, куда они могут зайти, от храма, однако они зайти не могут. Они ждут одного из родителей этих мальчиков, чтобы он присутствовал обязательно при его общении с детьми. И вот абсурдность этой ситуации, когда можно избежать, да, того, чтобы дети простыли, в то же время он это понимает, но ничего не может сделать, насколько ему это обидно. И вот таких моментов в книге много, когда нам просто становится обидно за наше общество, что насколько мы предвзяты, да, вот и у Дэниела Киза там было, да, насколько мы предвзяты, насколько мы подвергнуты этому общественному какому-то мнению, которое не всегда может быть объективно по отношению к конкретным людям. Хаяна Гихара «Маленькая жизнь и люди среди деревьев» тоже очень интересное, можно сказать, нашумевшее произведение. В общем-то, советую прочитать «Маленькую жизнь». Очень объемное, такое пугающее издание, но тем не менее о том, как принимать людей, которые не похожи на тебя, как, в общем-то, научиться их понимать, да, вот оно такую имеет тему. И давайте дальше. Далее, Брюс Кэмерон, серия «Тот, кто не предаст, люди и их питомцы». Почему попала эта книга к нам в фонд в таком новом издании? Потому что вышел фильм, опять же, «Жизнь и цель собаки». Да, когда, может быть, смотрели или уже читали, когда собака перерождается, появляется каждый раз в какой-то новой семье, и везде эта собака привносит что-то хорошее, помогает людям. И в конце он попадает обратно к своему первому хозяину и, в общем-то, налаживает его жизнь и присутствует даже при смерти этого человека, скрашивает его последние минуты, дает ему спокойствие в этой ситуации. Почему эту серию рекомендую и вообще этого автора, который стал вот активно издаваться именно после того, как вышел фильм? Очень такие книги жизнерадостные, положительные, оставляющие абсолютно такое послевкусие, что все будет хорошо, все будет, несмотря на все трудности, можно из них выйти, получить какой-то, что выход может быть из любой ситуации. И плюс ко всему читаются они очень легко, интересно, сюжет не затянутый абсолютно. В общем-то, даже если вы не любите собак, это не о собаках, это о людях, да, и о нашем мире. Далее, кота Боба уже, наверное, знают все. В общем-то, этот слайд у меня из раза в раз повторяется, просто потому что, если вы еще не читали, то очень советую. Такая книга для отдыха, несмотря на то, что проблематика тоже там есть. Почему еще здесь этот слайд? Потому что изначально книга была издана для взрослых, рассказывается о наркомане, который он уже в процессе того, что он уже проходит реабилитацию, уже он не принимает наркотики. И такая тема вроде как не взрослая, но несмотря на это, вот две нижние обложечки, это уже книга в адаптации для несовершеннолетних издана. То есть уже это говорит о том, что она достойна внимания и, в общем-то, определенной категории пользователей она может быть рекомендована. Еще одна интересная серия, которая немножечко более сложная и проблематичная. Серия «Самый верный друг». Получать мы стали ее недавно, она вышла, издание уже более позднее, чем, вот, например, Брюс Кэмерон и другие. Однако тоже о животных, о том, как они помогают людям перенести определенные жизненные трудности. Здесь, что интересно, что авторы, как правило, не профессиональные писатели.
однако они рассказывают о реальных историях из их жизни. И вот на одну из книг даже есть рецензия, она у нас в нашей группе ВКонтакте выложена более подробно, потому что эту книгу, в общем-то, я выбрала ее чисто визуально, прочитала и решила, что поделиться можно вполне вот этим вот читательским опытом, возможно, кому-то еще будет интересно. А так книги выходят разные, в том числе даже вот про волка есть. Далее посмотрим. Джеймс Хэри, вот это уже не современная, не настолько современная литература, да, потому что автор, в общем-то, уже писал довольно давно, однако в общем ряду книг о животных тоже имеет место быть. Очень интересный автор, совершенно такие жизнеутверждающие истории. Он сам работал ветеринаром, и он рассказывает о своем опыте. И, в общем-то, я взяла эту книгу тоже совершенно случайно, просто почему? Потому что она пришла в новых изданиях. Я понимаю, что заказывала ее не я, кто-то из коллег, видимо, моих этот заказ передал в комплектование. И книга, вот она вот как раз вот эта вот с собакой, о всех созданиях больших и малых, книга совершенно без какой-либо аннотации. О чем? Непонятно. Ну, понятно, что о животных вроде как, да. Я стала ее читать, абсолютно, очень интересно. Он рассказывает о своем каком-то опыте, да, вот этом вот, в том числе о жизненном опыте, о своей семье какими-то урывками небольшими. Прочитала, из небольших рассказов состоит. Прочитала и поняла, что как бы вот книга закончилась, и мне очень жалко, что она закончилась. Хотя когда я ее читала, вроде как ни особых эмоций никаких таких она супер не вызывала. А так, как оказалось, очень большой оставила след как бы в моем читательском опыте, если можно так сказать. Ну, Хосейни, Халед Хосейни, «Бегущий за ветром» и другие его произведения тоже в последнее время были очень востребованы читателями. Если интересно, вообще я думаю, что такую литературу нужно читать. Это очень необычный автор, рассказывающий о необычных проблемах, в том числе о других народах, их культуре. Есть также у нас ВКонтакте более такая развернутый отзыв. И, в общем-то, тоже одна из тех книг, о которых трудно сказать, что она понравилась, просто из-за тех проблем, о которых она рассказывает. То есть однозначно получите удовольствие, читая, да, ее, просто потому что это действительно хорошая литература с хорошей проблемой, интересно раскрытая, в том числе рассказывает о каких-то особенностях другого народа, но она довольно сложная. Дальше у нас уже мало времени, просто пролистну. Если будет интересно, вы эти книжечки все посмотрите отзывы в интернете. Можете посмотреть, на что-то есть отзывы в нашей группе ВКонтакте, именно отдела абонемента. Но все эти произведения очень достойные. Серия «Роза ветров», чем она отличается, что здесь изданы книги авторов, которые, в общем-то, на нашем книжном рынке появились совсем недавно, хотя в мировой литературе уже заслужили определенного уважения. Себастьян Барри «Скрижали судьбы» тоже есть экранизация, очень интересное произведение, советую прочитать. Изабель Альенде тоже интересные очень романы, и в них переплетается историческое какое-то событие, в том числе чувства, да, героев очень ярко выражены, и всегда есть какая-то проблема, которая, в общем-то, с уровня одного человека, да, она перерастает в, показана, на уровне одного человека показана проблема, проблема целой эпохи. Очень интересно посмотреть. Анна Гавальда, просто вместе уже известный роман. Сейчас вот мы получили в прошлом году буквально ее сборник новелл, я признаюсь. Тоже интересный автор. И вот жанр новеллы у нее представлен просто абсолютно
классический, я бы сказала, да, если как родоначальник у нас Эдгар По, да, новелла это рассказ с неожиданным, неожиданным финалом, то у Анны Гавальды это представлено просто вот очень ярко и интересно. Никогда не поймете, ну, никогда не в процессе чтения, несмотря на то, что там буквально 2-3 страницы, никогда вы не предугадаете, что будет в финале этой небольшого по объему произведения литературного. Ну, «Вызовите акушерку» тоже довольно известное произведение, во многом благодаря тому, что вышел, опять же, сериал, да, на BBC. Элена Ферранте – это одно из тех произведений, которое заставило нас выделить отдельно полку с литературными сагами. Помните, я вам говорила, да, что были выделены после появления вот этого именно этой тетралогии, да, из 4 книг состоит роман. После этого стали спрашивать семейные саги, то есть читатель вернулся к тому своему какому-то, к той своей потребности, которая была у него, но была не подкреплена литературным каким-то произведением, конкретной книгой. После этого стали вот читать саги очень активно. Это вот одна из тех книг, которая побудила новый всплеск интереса. Роман «Прислуг» Кэтрин Стокетт вот абсолютно никогда не стоит на полке. Иногда хочется так порекомендовать читателю. Вот хорошая книга, интересная, тоже проблематичная в определенном плане. И нет на полке практически никогда, потому что по запросу определенному всегда она выдана. То есть тоже очень интересно, советую очень прочитать. Есть тоже экранизация тоже достаточно достойная. Фредерик Бакман на литературном нашем, в России его книги появились тоже после, буквально параллельно с экранизацией «Вторая жизнь Уве». Я ее пока фильм не смотрела, но вот 2 книги его, несмотря на то, что «Вторая жизнь Уве» вообще ведется от повествования от лица мужчины, да, уже пожилого мужчины, то есть абсолютно с моим жизненным опытом, можно сказать, абсолютно 2 разные позиции, да, но тем не менее с большим удовольствием прочитала и оставляет очень такое положительное, такое оптимистичное настроение после прочтения остается. Очень рекомендую и вот вообще любой из его романов. Очень интересные книги, читаются быстро. Ричард Адамс, также многим известен, наверное, по «Обитателям холмов». Это одна из его первых книг, но на сегодняшний день вышли уже и Майя Шардик. И вот «Чумные псы», к сожалению, переиздания нет, но совершенно случайно он попал нам из обменного фонда, когда читатели дарили книгу. И сразу же мы ее, конечно, себе взяли в фонд. Очень интересно, легко пишется и необычный сюжет, я бы сказала. Несмотря на то, что «Обитатели холмов» вроде как про кроликов, когда советуешь, да, читателям, она говорит: ой, про кроликов мы не будем. Но на самом деле это, конечно, не про кроликов. Вы же понимаете, да, что у нас книги-то сейчас уже пишутся не такие простые. «Жена смотрителя зоопарка» — это книга, с которой вы не сможете приятно провести время, да, именно тоже потому, что рассказывается это о том периоде, когда происходили гонения на евреев. И как героиня, да, Диана Акерман вместе со своим мужем, она, в общем-то, спасала еврейских детей и взрослых также людей. Они укрывали их в своем зоопарке. Читается довольно сложно, потому что Диана Акерман, она не литератор профессиональный, но тем не менее эти книги, они, я думаю, должны быть прочитаны. И кроме того, есть экранизация, довольно достойная тоже, поэтому об этом произведении тоже не стоит забывать, когда вы комплектуетесь или когда вы рекомендуете что-то своим читателям. Маргарет Этвуд в последнее время стала известна именно благодаря тоже экранизации ее романа «Рассказ служанки». Ну, даже вы видите, что у нас на слайде, в общем-то, кинообложка, да, главная героиня сериала, она вот здесь уже и представлена. Но есть и другие произведения, например, «Слепой убийца» Маргарет Этвуд был также удостоен Пулитцеровской премии, о которой я вам говорила. Поэтому
обращаясь к творчеству этого автора, я бы не стала рекомендовать рассказ «Служанки», несмотря на то, что это антиутопия, да, который так популярна в последнее время. Есть ее другие, более достойные ее произведения. Так, ну, наше время с вами подходит к концу, поэтому я пролистаю, чтобы просто у вас остались эти книги, да, как пример того, что можно было бы прочитать. Эрик Эммануэль Шмидт, многим известен как автор произведения «Оскар и розовая дама», тоже выпустил интересный, очень такой полноценный роман. Человек, который видел сквозь лица, очень современная проблема там затронута. Фенни Флэг, тоже интересный автор. Самое известное ее произведение «Жареные зеленые помидоры в кафе Полустанок», но есть у нее и другие книги, не менее тоже интересные. Об одной из книг тоже вот последняя буквально публикация вышла в нашей группе ВКонтакте. Ну, Дэн Браун, он не нуждается в каком-либо представлении. Его роман «Происхождение» — это просто одна из новинок, наверное, прошлого года, да? Есть вот такая интересная книга «Во всем виновата книга», сборник рассказов, повестей, в центре которых стоит книга. Современные детективы интересные, на этих авторов обратите внимание. Дальше, вот современная фантастика, вообще на сегодняшний день у нас очень много выходит фэнтези. Издается, переиздается, пишется фэнтези, и там с 1 по 31 книгу, и все-то ты как будто должен теперь купить, потому что если ты уже начал, да, вообще такой ужас для библиотекаря, комплектатора, когда одного автора стоит 32 книги, прочитают их, может быть, там 3 человека. А вот пришел читатель и попросил современную научную фантастику. И, в общем-то, кроме Александра Беляева, я к своему стыду ничего не вспомнила. И постаралась это не озвучивать, потому что мне стало безумно стыдно, что действительно в наш фонд в последнее время приходит только абсолютно сплошное фэнтези. Пусть оно интересное, пусть оно достойное, пусть оно там, как бы многие из этих произведений, они вполне имеют место быть. Но вот хорошей научной фантастики нет. Ну вот мы упустили этот момент комплектования, и мне стало как бы не по себе. После этого мы, конечно же, сразу же среагировали, нашли такую серию «Звезды научной фантастики», прошлись по авторам, посмотрели и стали уже заказывать. Конечно, авторы разные и произведения очень разные, но, в общем-то, они достаточно интересны. Многое из того, что я читала или начинала читать, несмотря на то, что даже, может быть, благодаря тому, что раньше я очень увлекалась научной фантастикой, в общем-то, они представляют определенный интерес не только для любителей этого жанра. Ну, Джоджо Моэс, в общем-то, как такое легкое чтение, о ней вы, наверное, все знаете. Что интересно, Джоджо Моэс, какой буквально еще несколько минуток есть, с ней был такой интересный факт, что всем нравится все, да, ну, те, кто читает Джоджо Моэс, им нравится все, кроме ночной музыки. Оказалось, другой переводчик. Поэтому, когда вы заказываете книги, обращайте внимание в том числе и на этот аспект. И вот ночная музыка, ну, никому не нравится, а все остальное нравится. Вот такой интересный момент. Сара Джилл из плана этого же, да, произведения. И вот отдельно хочу остановиться. Думала очень долго, что, в общем-то, на этом же уровне, да, как Джоджо Моэс, Лиана Мориарти. Однако немножечко другие произведения, более сюжеты более интересные, необычные, нетрадиционные. И герои тоже очень хорошо выписаны с точки зрения их характеров. То есть немножечко уровнем все-таки выше, и если вы хотите воспитывать своего читателя, да, не оставлять его на уровне какого-то женского романа. Я против Джоджо Моэс как бы ничего не имею, интересные произведения тоже очень. Но есть литература на порядок более высокого уровня. И вот если вы хотите растить читателей, да, это одна из наших задач, предлагайте более проблематичные, более достойные, ну, более интересные произведения, которые его обогатят. Ну, вот Лиана Мориарти — это как бы переходный период уже, не знаю, к Яхиной, может быть, да, к Зулейхе. Вот. Из
сборников из серии, наверное, все знаете «Куриный бульон». Если у вас нет, хотя бы одну фонд приобретите, потому что это современная тенденция, его пиарят и его спрашивают читатели. Есть параллельно у нас российские сборники, о которых мало кто знает, но они очень похожи на этот самый «Куриный бульон». Вот, например, реальная история жизни современных писателей, да, о том, как изменить свою жизнь к лучшему, о детстве. Вот очень интересный сборничек о детстве у нас он есть, и он, в общем-то, там все самые интересные писатели современные, они рассказывают о своем, либо о своем детстве, либо их какие-то художественные произведения о детстве включены. То есть, если «Куриный бульон» это зарубежный опыт, да, то вот у нас есть абсолютно, даже, мне кажется, лучшая серия с русскими писателями. Ну и вот такие книги, которые сегодня тоже набирают популярность, они интересны, они позволяют заглянуть в свою жизнь немножко в другом ключе. Они очень востребованы читателями, даже просто потому, что они оформлены просто изумительно приятно их в руках держать. Ну и заканчивая, в общем-то, практически 0:0, хочу рассказать о такой книге и об этом критике Галины Юзуфович. Вы, наверное, о ней слышали. Почему я заканчиваю свой обзор, как правило, ее ссылкой на ее мнение, на ее вот эту вот книгу, потому что она попала мне в руки, и не сразу я ее прочитала, но когда я ее прочитала, я поняла, что, в общем-то, мы двигаемся в верном направлении. И с точки зрения комплектования фондов, и в том числе я с точки зрения своего какого-то читательского пути, да. Потому что с первых страниц она говорит о том, что вообще было проведено исследование, что люди не запоминают сегодня фамилии авторов. Они хорошо, если запоминают названия произведений, не запоминают ни издательств, да, ни уж тем более имен и фамилий переводчиков. Однако, я думаю, что можно это выработать в себе, во-первых, да, во-вторых, что это будет вам довольно полезно, по крайней мере, на моем пути это сложилось, если вы будете идти по пути не только автора, да, вот у вас есть один любимый автор, вы читаете его произведения, посмотрите, кто его, если это иностранный автор, посмотрите, кто его переводил. Как правило, переводчик выбирает очень близкие ему по существу романы, да, это могут быть другие авторы, но вам они тоже понравятся. Посмотрите, в каком издательстве издана эта книга, да, в какой она издана серии, потому что издательство тоже имеет свою определенную политику по выбору произведений, и тоже вам, возможно, понравятся и другие книги, изданные в этом издательстве. И вот развивайтесь, то есть не только в направлении узком каком-то, да, в одного автора, развивайтесь по вот этим разным направлениям. И Галина Юзуфович об этом говорит, может быть, более профессиональным языком, но суть ее рекомендации, она вот такая, как я вам сейчас озвучила. Ну, это как бонус для детей, очень хорошая книга. Ну и, в общем-то, на этом мы закончим. Посмотрим комментарии. Вот, чуть подождем. Угу. Ну все, на этом мы с вами прощаемся. Немножечко мы сейчас еще подождем, вдруг у вас будут какие-то комментарии. А так, рада вас всех видеть, слышать. Если будете в Сыктывкаре, заходите к нам в библиотеку. Она теперь находится по новому адресу. Отдел абонемента, по крайней мере. Орджоникидзе, дом 10.